Сотни детишек из Базоркина, Майского, Корца, Дачного и села Новое. В эти предпраздничные дни по поручению главы региона их пригласили в гости лично к самому Дедушке Морозу. Вот только в этой новогодней сказке он не один дедушка. Тут и Санта-Клаус, Том-то из горной Швеции, и Вайнахсман из Германии. Они собрались все вместе, чтобы подарить детишкам настоящую зимнюю сказку. Как обычно бывает в волшебных сказках, добрые герои побеждают злых, а Деда Мороза делают все возможное для того, чтобы праздник не был испорчен. Но на этом представлении все совсем иначе. Здесь нет плохих персонажей. Те же лещи пришли научить детишек быть спортивными и делать гимнастику, которая, впрочем, закончилась танцами. Смогли познакомиться дети и с английским Дедом Морозом Санта-Клаусом, узнать, как отмечают праздник на Туманном Альбионе. А кто-то из ребят даже рассказал стихотворение на английском языке. Незабываемым было появление и шведского Деда Мороза. Самый маленький и самый веселый. Он устроил для детей настоящее шоу с помощью простых белых листочков. Рассказал, какие сильные ветра и непроглядные туманы бывают на их родине. Через минуту те же листки превратились в снежки, покидаться которыми не отказался ни один ребенок. Это новогоднее чудо для маленьких зрителей с первых минут перестало быть просто театральным представлением. Они не скрывали своего восторга. Принимали участие во всех действиях, водили хороводы, танцевали и отгадывали загадки. Герой был Дедушка Мороз и Снегурочка, и эти другие были. Санта-Клаус были эти тоже. Они красиво пели. Я узнал очень много про Деда Мороза, как кто называется, кто откуда. Я бы хотела на следующий год опять приехать сюда. Впрочем, представление вызвало улыбки и долю позитива не только у детей, но и взрослых. Мы, конечно, ждем этого дня, даже взрослые, потому что с волнением мы привыкли с детства вот к этому празднику. А дети – это вообще что-то. Вот вчера весь день у нас только разговоры о сегодняшнем дне. Этот спектакль в череде культурных событий стал благотворительным при содействии регионального Миннаса и театра юного зрителя. Мы знаем, что у детей всегда детство ассоциируется с какими-то праздниками, Новым годом, днем рождения. Поэтому такие праздники нужно делать наиболее красочными, интересными, тем более делать их с подарками. Вот. Я думаю, что дети сегодня получат максимальное удовольствие. И я думаю, что такие праздники для наших детишек нужно устраивать как можно чаще. Ну а после спектакля Дед Мороз и Снегурочка раздали детям подарки. Такое сладкое поздравление с наступающим прозвучало от регионального Миннаса по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24.